Как вот обстоят дела с очистными сооружениями на Искуле? Там же тоже как-то законодательно. Очистные сооружения сегодня один из таких глобальных проблем, я вам скажу, потому что у нас все крупные населенные пункты растут, все наши города, численность их растет и потребление растет, а очистные сооружения те же. Основные сооружения в наших малых городах, они те сооружения со времен Советского Союза. Сегодня численность этих городов выросли несколько раз, а объемы те же остаются. Они создают сегодня большие проблемы, поэтому мы вот в 4-м квартале сейчас организовали рабочую группу межведомственную. Туда вошли несколько представителей министерств, включая Минсельхоз, МЧС и другие ведомства. Они сейчас заканчивают по всей стране ездить, смотреть состояние очистительных сооружений крупных населенных пунктов. Их около 40. Есть города районных значений, где проблемы обстоят еще сложнее. Есть проблемы выброса этих сточных вод в разные образования вод. И в следующем году мы хотим Кабинету министров предлагать концепцию улучшения этой системы. Это было поручение Кабинета министров руководителя. И мы, я думаю, в начале следующего года, где-то в конце января-февраля, мы это предложим Кабинету министров. Вот мы следим за деятельностью этой межведомственной группы. Мы уже знаем, что они проверили очистные сооружения на Иссыкуле, у нас, в Бишкеке, в Чуйской области. И вот скажите, по итогам мониторинга, если эти очистные сооружения будут не в пригодном состоянии, что рекомендуется делать? Значит, Кабинету министров мы именно хотим предложить о финансировании этих сооружений, для модернизации этих сооружений. По итогам работы этой группы мы будем обращаться и к партнерам, донорам. Есть соответствующие программы в международных финансовых институтах. Мы будем обращаться и донорам, и правительству, чтобы определенным образом были финансирования этих субъектов.